В рамках госпрограммы «Доступная среда» на 2011-2020 годы для руководителей педагогических работников учреждений образования и культуры в Сибае состоялась региональная научно-практическая конференция. Ее темой стала социальная адаптация и творческая реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях образования и культуры. Опыт, проблемы, практика. Почему Сибай? Во-первых, потому что Сибай – это традиционно очень гостеприимный город, очень гостеприимный край, где всегда рады различным и творческим мероприятиям, и научным, как в нашем случае, научно-практическим мероприятиям. Во-вторых, Сибай включает в себе огромное количество учреждений и образования, и культуры, которые ведут работу в направлении социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья уже много-много лет. Не потому, что это направление работы законодательно регламентировано или есть какие-то законодательные директивы, а потому что, наверное, по зову сердца педагогические работники. Я знаю это не понаслышке, потому что очень часто бываю в подведомственных своих учреждениях, и в детской музыкальной школе, в детской школе искусств, в нашем колледже искусств. В мероприятии также приняли участие заведующий отделением свободного творческого развития детей с ограниченными возможностями здоровья Екатеринбургской школы искусств «Артсозвездие», лечебный педагог и ритмист, лауреат педагогической премии во славу Екатеринбурга Юлия Малкова и преподаватель-логопед Салаватского колледжа образования и профессиональных технологий Наталья Балакина. Они поделились опытом своей работы с нашими педагогами. Сегодня это не секрет. Люди могут работать со слепыми, с глухими, которые могут научиться рисовать или петь, или, например, каким-то другим искусством. Потому что если норма интеллекта, человек продвигается. Но когда сочетанные дефекты, тогда сложнее. Просто очень много сил нужно, много знаний. Потому что если есть ребенок с нарушением интеллекта, ДЦП плюс уже эпилептические припадки, то тут надо очень четко выстраивать обучение, зная терапевтический подход. Собственно говоря, мы приехали именно поделиться лечебной педагогикой. Мы лечебные педагоги, у нас отделение именно лечебной педагогики. Но это единственная школа пока в России, которая имеет прямо отделение для детей с нарушениями развития. Опытом инклюзивной практики поделились с коллегами и сибайские педагоги. Кроме того, программа конференции, которая проходила в течение 2 дней, предусматривала лекционные выступления, демонстрации видеоуроков, дискуссионные площадки, практические занятия с учащимися, а также концертные выступления воспитанников учреждений культуры города. По итогам прошедшей конференции планируется издать сборник методических материалов. Ирина Оренбургина, Радмир Исенгулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.